История грузино-осетинских взаимоотношений насчитывает не один век. Они испытывали сильнейшую трансформацию, начиная с раннеотического периода, когда предки современных осетин, аланы, жившие в предгорной зоне Северного Кавказа, проходя Даряльскую теснину, совершали частые нападения на Картлийское царство. И переходя в добрососедские, дружеские, союзнические и даже родственные междинастические отношения между двумя народами, которые установились в позднесредневековое время между царскими домами Грузии и тогдашней Алании. Одним из наиболее ярких примеров подобного рода является появление в 1188 году на царском троне Грузии известного полководца и государственного деятеля, мужа царицы Тамар Давида Сослана из царственного осетинского рода Царазонов. Сослан прожил жизнь богатую военными сражениями и борьбой с врагами государства. Долгое время он боролся с экспансией сельджуков, которые стремились завоевать историческую территорию Грузии. В 1195 году в Шамхорской битве Давид Сослан нанес жестокое поражение правителю иранского Азербайджана Атабеку Абу-Бекру. Это дало временный контроль над Ширваном, хотя затем конфликт перерос в затяжную войну. Усиление Грузии при правлении Сослана и Тамары не давало покоя правителям мусульманских государств. Среди них был румский султан Рукан-ад-Дин, который напал на правителя Эрзурума, вассала Грузии, и тем самым оказался в конфликте с Грузией. Султан организовал общеисламский поход на Грузию. Войско под командованием Давида Сослана, которое в большинстве своем состояло из осетин алан, двинулось ему навстречу. Тамара сама проводила войско до Вардзи, осталась там и все время молилась. В 1202 году в битве при Басьяне войска под командованием осетина одержали блестящую победу над многочисленным врагом. Давид Сослан взял в плен брата Рукан-ад-Дина, который был продан царицей за лошадиную подкову. В 1204 году Грузия поддержала комнинов против свергнувших их ангелов. Войска под командованием Давида Сослана заняли приморские города Трапезун, Самсун, Гераклею. Образовалась Трапезунская империя, которая стала союзником Грузии. Могучий богатырь и превосходный воин, Давид Сослан отличался широкой образованностью и разносторонними дарованиями. Есть мнение, что он-то является автором жемчужины мировой художественной литературы поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Украинские ученые доказали путем сравнительного языкознания, что в поэме «Витязь в тигровой шкуре» действительно много элементов иранского происхождения. Они же обнаружили целый ряд пропусков, умышленно сделанных позднейшими переписчиками поэмы. Это утверждение не лишено основы, потому что Давид Сослан был не только талантливым полководцем, но и многосторонне образованным человеком, заботящимся о распространении грамотности среди подвластного ему народа. Согласно исследованию академика Чичинадзе, Давид Сослан издавал книги, автором которых был сам. Ученый подчеркивает, что всю свою грамотность и просвещенность Давид Сослан приобрел в аланских школах. Давид Сослан умер в 1207 году, похоронен в родовой Нузальской часовне на территории республики Северная Осетия, Алания.